Друзья, доброе утро! С вами снова Лейла. С канала «Как-то так у Лейлы». Наверное. Так, друзья, знаете, сегодня утро хорошее. У меня настроение тоже хорошее. И здоровье, альхамдулилlah, хорошее. Надеюсь, у вас тоже все хорошо у всех. И дай Аллах, чтобы у всех было все хорошо. На улице солнышко, но я вам скоро пойду покажу, что там у нас на улице творится. Я уже подоила корову, выпустила птицу. Пока я свободна, я и брашку не бужу. Ну, а обычно, когда мне что-то надо делать или еще что-то, или мне не здоровится, и брашка, конечно, выпускает птицу. Из птицы у меня, друзья, очень много делов. Жду сына, не дождусь Москвы, чтобы приехал и как-то мне сделал, чтобы... Вообще-то надо было его побить. Он мне разломал курятник, прежде чем уехать, чтобы я не разводила птицу, а я не удержала, все равно развожу. Так, ну кто со мной давно это знает, а кто новенький, наверное, не знает. Он не хотел, чтобы я и птицу разводила, и за скотиной смотрела, потому что я еще тогда работала, и он мне говорил: ты только работай, или по хозяйству. Ну, тогда я не хотела оставлять работу, я работала, и он, представляете, он мне разобрал весь курятник. Разобрал перед курятником, у меня было метров 9, наверное. Сначала это был навес, а потом мы его деревом закрыли и обили какой-то черной такой штукой, типа пластик, не пластик, что-то такое было. Но между железом лежали какие-то черные штучки, мне их племянник мужа привез, мы их обили. Конечно, зимой было холодно, но летом как раз-таки я, когда еще разводила индюшат, был один сезон, что я 220 штук белых этих огромных индюков развела, вырастила и продала. Вот тогда очень мне пригодился ну, я не знаю, сарайчик, не сарайчик, что-то такое, ну, помещение такое. И вы знаете, он мне разломал это помещение, разобрал все это помещение, разобрал до кирпича, кирпичный курятник разобрал, представляете? Разобрал этот кирпичный курятник. Там на нем новый чистый шифер был на всем этом. Даже этот шифер он заставил меня выкинуть, представляете? Вот такой вот хулиган, короче говоря. Ну, он хотел как лучше, чтобы я не трудилась, а я не могу. Если я не работаю, тем более я не могу. Я люблю и птицу разводить, я люблю и в огороде копаться, ну и все остальное. Так, начала с одного, перешла на другое. И вот к чему я... насчет того, что пошла все везде там посмотрела. Но вот у меня птица гуляет везде, ночью в сарай забегает, то там, то здесь. А мне бы надо было что-то нормально отделить, сделать гнезда. Они у меня начали снестись, друзья, молотки такие. Вчера уже было 11 яиц, представляете? Ну, такие малюсенькие. И надо гнезда им сделать. Вот жду своего сына из Москвы. Обещается приехать, никак не приедет. А эти двое, у старшего и младшего, руки с другой стороны приделали. Они мне нормально ничего не сделают. Вот как этот приедет москвич мой уже, надо будет, чтобы он мне сделал нормально, и гнезда сделал, чтобы... Ну, я там отгородила в сарае место, где сейчас у меня будут куры. Но пока еще там гуси, все вместе, короче, не получается. Короче, много работы там на заднем дворе. Так, боюсь, что молоко у меня убежит. Сейчас запила манку. Хочу из кукурузной манки сегодня сделать кашку для мамы и для себя. Желтая манка кукурузная. Ну, стараюсь я все-таки каждый день чередовать каши, чтобы были разные. Вчера овсяную варили, чтобы маме не надоедала каша. Надо купить подставочку под ложку. Так, и к чему я веду? Так, смотрела несколько дней назад, один ролик выскочил у меня, девочки такой чеченки. Это не реклама, но просто я хочу сказать. Потом, может быть, попозже будет и реклама, но не в этом ролике. Будет слишком много рекламы, как говорится.
Смотрела этот ролик этой девочки, и она там почти каждый день печет хлеб. Ну, я скажу, кто за девочка все-таки, хоть реклама, не реклама. Горянка Чечни. Мне понравился ее ролик. Один я какой-то посмотрела, понравился, заинтересовалась. И я каждый день понемножечку смотрю ее старые ролики. И она там каждый день печет хлеб. И знаете, нахлынули какие-то воспоминания, и я захотела тоже испечь хлеб. А я когда-то пекла хлеб на продажу, мои дорогие мои. И всегда пекла хлеб дома, тоже для себя. Ну, был какой-то период, что я пекла так, разговаривая с вами. Сейчас буду, ну, интересно видно, что я буду делать. Может, немножечко опущу. Пускай меня не будет видно. Так. Сегодня обязательно надо послать Зебрашку, чтобы купил мне штатив. А то уже 2 раза уронила, ну и этот телефон. У меня был сломан телефон, друзья, и я очень мучилась с ним. Вы не представляете, как я вам отвечала на ваши комментарии. Он у меня был пол экрана черный. Вот приехал сын, он мне свой отдал, я ему свой. Ремонтировать, конечно, дорого. Так, вот смотрите. Решила испечь хлеб, вспомнить, что и как. Значит, делаем вот так вот лунку в муке. Хочу на 3 булки замесить тесто. Не знаю, что-то она каждый день показывает, как печет хлеб. Они вообще не покупают хлеб там. Она все время его печет. И мне что-то захотелось тоже. Раньше мы тоже всегда пекли хлеб. Я не покупала хлеб. А потом что-то перестала я его печь и стала делать его. Ну, а когда сюда переехали, я вообще перестала его печь, потому что с полями, со всем этим я не успевала. Значит, литр воды, видите, теплой воды. Так. Столовая ложка соли. Ребенок не кормила, я кричат. Так. Чайная ложка сахара. Ниточка от мешка. И столовая ложка дрожжей. Так, ну у меня вот такие вот дрожжи, не знаю. Любые можно дрожжи. У меня есть, правда, и свежие, но они замороженные. Я не думала, что буду печь хлеб, и не доставала их. А что-то вот мне захотелось. Ну, наверное, вся пачка, как раз столовая ложка, да. Вот. Все, так. И немножко растительного масла. Можно не добавлять. Но я добавлю. Вот эта чайная ложка. Так, все. И теперь будем замешивать вот такое тугое, крутое тесто. И потом я сразу же подготовлю миску, чтобы. Так, здесь нет масла. Чтобы переложить туда тесто. Так, расскажу немножко, как я занималась продажей хлеба. Это были 90-е годы. Знаете, какой сейчас вам примерно скажу. 94-й, наверное, 95-й. Вот в эти года мы жили уже отдельно с мужем. Был такой, ну, кто живет в Ингушетии, наверное, знают, был такой участок, ну, он и сейчас есть, 36-й участок называется. Это какой, ну, такое небольшое село, где раньше жили нефтяники. Мы там жили какое-то время. И как раз тогда вот пошла такая вот мода печь дома хлеб и продавать его. И я же тоже непоседа. У меня муж работал на стройке, все, в принципе, денег хватало. Вообще я вспоминаю именно время, когда вот жила там именно на этом участке, такое счастливое время было, всего хватало, деньги были, знаете, какие. Вот на деньги можно было купить все, что ты хочешь.
они были не обесценены. Они потом уже обесценились через какое-то время, потеряли вообще в своем весе. И я начала тоже печь хлеб на продажу. Хотя муж был против, чтобы я это делала. Но мне всегда хотелось как-то, знаете, помогать своим мужчинам. Что вот сейчас сыновьям, что раньше своему мужу. И я решила так. Ну, чем просто на карманные деньги, короче, у меня, чтобы были у меня деньги. И начала печь хлеб, но мне приходилось далеко ехать, чтобы продать этот хлеб. Ну, как далеко, минут 10 на автобусе, наверное, но это надо было тащить. И до обеда, до 12 часов, я пекла 24 булки, по-моему, было, иногда и 30 булок, но когда 30 возить было трудно. Пекла хлеб, у меня причем одна газовая плита, только девочки, мальчики. Пекла этот хлеб, дети были маленькие, конечно, младшенькой было где-то, ну и 2 годиков не было тогда младшенькой, и Брашки еще в помине не было. Оставляла их одних, пекла хлеб до 12 часов дня, вот, и в 2 ящиках, банановые ящики, вы, наверное, представляете, в 2 этих ящиках ставила этот свежий горячий хлеб, и везла на автобусе 2 этих огромных коробки. Мне еще пешком надо метров 500, если не больше, до остановки нести, тащить эти ящики. Сейчас вспоминаю, действительно, какая же я дура была, и зачем мне это нужно было. Муж, я же говорю, муж причем был против. Не хотел, чтобы я делала и делала себе такую нагрузку. Ну, я вот так, по-моему, где-то полгода все равно занималась этим, пекла хлеб. Буквально через час-полтора, как только пойду на рынок и продам, могла продать его. Ну, на часа 2-3, конечно, дети были предоставлены сами себе. Иногда хорошенечко и баловались. Один раз вообще мне испортили мой ковер в этом зале. Разлили краску, откуда-то достали краску белую, разлили краску. Что только они мне не делали. Но все-таки мужу это все надоело, и он уже не разрешил мне больше продавать хлеб. Вот так вот. А потом даже и пошли потом уже какие-то мини-пекарни пошли. Что... Так, сниму крышка. Чтобы не шуметь, прикрою пока. Пошли мини-пекарни. И люди сами стали делать хлеб и продавать. И потом уже как-то вот, мода на то, чтобы печь, продавать хлеб прошла. Каждому времени свое. И каждое время я чем-то дозанималась. Наверное, у меня сейчас телефон будет шататься. Вот так вот, друзья. Вот так смотрела YouTube. Вспомнила, как я делала хлеб. И самой захотелось тоже сделать хлеб. Правда, эта девочка делает его не в формах, а в сковороде. Но я хочу сделать в форме. И что-то мне еще одна подписчица, мы с ней общались, на хмеле, как спрашивала меня, умеешь ли ты делать на хмеле, вот, вместо дрожжей. Хлеб никогда не делала и не видела, и мама моя не делала, не знаю. Но вот надо мне научиться делать на закваске, хлеб бездрожжевой. Вот хочу научиться, чтобы дрожжи, говорят же, очень вредные, и хочу делать на закваске. Вот закваску я видела, как делают, но сама тоже никогда не делала. Так. Вот видите, ну довольно-таки, я бы не сказала, что крутое тесто, но такое, тугое должно быть. Не крутое, но тугое тесто. Вот так вот. Посмотрим, что у меня получится. Шатаю я, конечно, девочки, извините. Но пока не куплю штатив, это ерунда. Стараюсь потихонечку. Так, делов сегодня тоже много. Сегодня солнечно. Может быть, успею еще. Но пока холодновато, но чуть-чуть к обеду, до того, как пойти прокапаться. Помою забор. Помою там трубу. Очень грязная труба. Это газовая. Подмету. Там во дворе я уже подмела везде. Но надо вот на улице подмести. Не знаю, что я буду успевать, но планов много. Посмотрим. Сегодня последняя капельница. Как хорошо. Отвертелась от них тоже уже.
все-таки время очень много отнимают, пока вот оденешься, поедешь, прокапаешься, потом опять переоденешься, потом приходится немножко и отходить, и посидеть. Но сейчас, вы знаете, в последнее время я так научилась, сидя прокапывают мне, и не так уж мне бывает не это самое плохо. А то, когда я лежала под капельницей, под этой капельницей долго, бывает так муторно, нехорошо. Все. Все, тесто, видите, готово. Теперь накроем его крышкой и в тепленькое место. Прямо вот наверх поставлю. Вот так вот. И оно где-то час будет у меня подходить. Так, ну, вы не видели, куда я поставила, но я покажу. Вот. Поставила на коробку с чаем наверх. Оно будет подходить у меня, дорогие мои. Все. И потом я вам подключу, что буду делать дальше. Сейчас почищу руки. Так, мои дорогие, каша у меня готова. Она немного постояла. Сейчас. Здесь у меня, видите? Я говорила, это каша из манной, из манки из кукурузы. Ест. Вот так, маслица. И мои разорались. Так, и вот творог. Обычно я и вот так вот кидаю сюда творог. Кашу, конечно, мама ест без сахара. И я, и мама не едим без сахара. Сахар не любим. Вот так вот с творогом. Творог этот, как его, не соленый. Так, все. Вот такой вот завтрак. Мама утром хлеб не ест. Сейчас пойду занесу ей. Ой, утром обычно она к нам не заходит. Ну вот, и все, друзья. Я показала вам, какой у мамы завтрак. И вот, мои друзья, мой завтрак тоже. Каша из кукурузной манки с творогом. Чай с смородиновым вареньем. Вот такое вот ароматное варенье. Да, друзья, обоняние он ко мне вернулось. И вернулось к Ибрашке тоже. Видимо, у нас насморк прошел, скорее всего. Ибрашка вчера: мамка, как хорошо. Я все чувствую. Ну, вот так вот, друзья. Кто завтракает, приятного вам завтрака. Пока все. Мальчики, тесто у меня подошло. Сейчас я его немножечко еще умну. Ну, минут еще 20, наверное, оно постоит. Еще подойдет. Просто будет пышнее и такой более рыхлый хлеб. Вот так вот, видите? Ну, все. Небольшой чуть-чуть постоит. Так, друзья, хлеб, вернее, не хлеб, тесто мое подошло. Сейчас вам покажу, я надеюсь, видно. Так, вот такие у меня формочки. Сейчас смажу их маслом. Пока я ходила, оно даже, по-моему, перестояло у меня. Везде нужны женские руки.
солнышко, но холодно что-то. Оказывается, мороз вчера был все-таки, наверное, потому что у меня кран немножко подмерз, пришлось кипятком его даже освобождать. Сейчас. Так, видно, не видно? Видно, по-моему. Так. Смотрите. О, какое шикарное тесто. Так, я хлеб, как говорю, делала не очень давно. Так что давай-ка я его взвешу и посмотрю, сколько мне надо будет сделать. Поскольку одна булка должна будет быть. Чтобы одинаково она была. Так, немножечко муки. Тесто воздушное. Так, сейчас посмотрим. Так, вот разделила на одинаковые 3 булки. Формочки у нас смазаны. Так, надо осторожно, чтобы штатив не упал. Что-то мне захотелось хлеб еще. Если бы сейчас брали в магазине, я бы продавала, наверное. Пекла бы. Но сейчас столько пекает, что не будут брать. Тесто вроде бы хорошее, воздушное получилось. Где-то по 715 грамм вышло у меня булочка теста. Так, видно? Я надеюсь, видно. Вот. Теперь я поставлю их, чтобы они подошли у меня поближе к печке, где тепло. И все, теперь, ну, тоже минут 40 или час, наверное, хлеб будет подходить. Все. Потом покажу вам. Так, вот. Накрыла полотенчиком. Видно, не видно? Сейчас. Давайте я поближе. Вот. Вот видите? Вот такие вот 3 булочки получится. И все. Теперь займусь в течение этого часа чем-то другим. Друзья, пока у меня подходит хлеб. Помните, я еще до болезни говорила вам, что купила, ну, не даже не говорила, показывала, что купила зеленые помидоры. Так, полотенчика снимем. Видите, хлеб уже подходит, я не знаю, видно или нет. Ну, чуть-чуть видно. Видите, хлеб подходит. Помидоры, представляете, помидоры у меня покраснели. Зеленые помидоры были совсем. Хотела посолить немножко, баночки 4-5, но покраснели. Я уже отобрала красных оттуда, но тоже не все смогла отобрать. У меня мама очень любит зеленые помидоры. Именно вот не салат, а зеленые помидоры соленые. Из них надо бывает нарезать лук и растительное масло и покрошить эти уже соленые зеленые помидоры. И так она ест. Готовый салат из зеленых помидор она не любит, а именно любит вот такие помидоры зеленые. Так. Ну, в принципе, наверное, все солили знают, но все равно я так немножечко кратко быстро расскажу. Для этих помидор мне нужен чесночок. Я его почистила, порезала вот на такие дольки, но его будет мало, послала Ибрашку за чесноком в магазин. Но сначала сверху, потом положу, как он принесет. Нужен обязательно сельдерей для зеленых помидор, укроп, базилик, петрушечка, черный перец горошком,
лавровый листик, острый перец. У меня свежего нет. Помните, я, не знаю, кто со мной давно, вот так вот подвешивала перчики, помыла их, они уже высохли, но ничего, можно посолить. Много не надо, потому что я уже не буду делать острое. Раньше, конечно, на одну баночку добавляла аж 3 перчика. Друзья, так, все видно. Так. Банки помыла. Все это я помыла. Сейчас посмотрю, сколько у меня банок получится. Так, боюсь, слишком длинный будет у меня ролик, поэтому выключаю. Так, значит, чесночок, горошком перец, лавровый лист и острый перчик я положила. Теперь вот такой вот укроп. Я его заранее приготовила. Чуть-чуть понарезала, чтобы легче было ложить в банку. Ну, зонтик такой получше. Так. Я сама тоже люблю зеленые помидоры соленые. И василечек, базилик тоже положу. Вообще-то сюда, знаете, еще обычно во многих рецептах кладут гвоздичку. Но я не люблю запах гвоздики и не люблю запах душистого перца. Есть, это у нас горошек, перец черный горошком просто. А есть такой же душистый перец, тоже не люблю. Так, зеленые помидоры обязательно нужно положить сельдерей. Друзья, вот такой вот сельдерей. Сельдерей же есть 2-3 разновидности. Стебли есть, корень есть и вот такие вот листочки. Вот этот сельдерей тоже дает свой аромат, свой вкус зеленым помидором. Скажите, что много? Но я люблю, когда много в банке этих зелени. Так, теперь немножечко петрушечки. Как раз Играшка пришел, чеснок принес. Я сейчас по половинке. Чеснока с зеленым помидором, друзья, не мешает. Вообще, как-то я даже делала, знаете как, надрезала помидоры и туда совала чесночок. Тоже очень вкусно получается, но сегодня не хочу заморачиваться. Так, хлеб еще не подошел. Почти, конечно, подошел. Все, сейчас я закрою, положу по половинке банок и подключусь снова к вам. Поставила воду кипятить, потому что я обычно не стерилизую банки, а заливаю водой, часа 2-1,5 они у меня стоят, потом выливаю. Как раз как приду с капельницы, будет готово. Так, вот, друзья, у меня и хлеб подошел, и помидоры я сделала. Сейчас быстро поставлю хлеб в духовку. Духовку я уже давно включила. К сожалению, у меня духовка не показывает, сколько градусов. Сказать я вам не смогу. Но с моим газом она стоит до конца. Так, хлеб поставила. Так, ты только быстро давай возвращайся. Его отправила за штативом, чтобы он купил. Теперь принес он мне чесночок. Видите, по половина баночек я положила. Конечно, не хотелось бы розовые такие, чтобы они были, но делать нечего. Зеленые, они покраснели за счет того, что у меня долго стояли. Вот, как я сказала, зеленые помидоры любят чеснок. Там у меня внизу тоже по 2-3 головки. Ой, головки, зубчика. Короче, на эту банку примерно по головке чеснока у меня уходит. Вот видите, так вот. Уже надо бежать. Как я говорила, последняя капельница сегодня. Заказала я торт для девочек-медсестер. Сейчас будет доставка. Покажу вам. Они у меня прокапали. Неудобно ничего им не дать тоже. Все, сейчас еще заполню банки и потом вам покажу еще. Так, вот, мои дорогие друзья, получилось у меня 6 банок, видите? И сверху я положила чесночок, так нельзя двигать. Ну, вот так вот. Короче,
Конечно, не все синие, как хотелось бы. В смысле, не все зеленые помидоры. А розовые, ну ничего. У меня еще прошлогодних, по-моему, 4 баночки осталось. Нам хватит. Мальчики не едят зеленые помидоры, не любят. А Майе и мне их предостаточно. И сестричка моя тоже любит. Наверное, баночку или 2 я ей тоже дам. Так, вода еще не кипит. Вот как только закипит вода, друзья, я залью кипятком. Пока не приду из больницы, будет стоять. Так, привезли мне тортик. В тот раз мне, когда дочка покупала, помните, кондитерское фесто, если что. Тот же лимонник, торт такой, нам понравился. Это не безе, это крем такой. Нам он понравился в тот раз. Ну, еще раз оказала, девочкам в больницу отвезу сегодня к чаю. Сейчас еще, ну, пока дождусь, пока испечется хлеб, и тогда поеду. Хорошо, действительно, я уже сказала, повторюсь, что сегодня последний раз. Погода, как я сказала, у нас сегодня хорошая. Видите, гости пришли мои сюда, в этот палисадник возле кухни. Просто я не закрыла специально дверь, чтобы они во двор заходили и выклевали бы эту кукурузу, которая у меня лежит во дворе. Я их не кормлю ничем. Вот они, когда хорошенечко проголодаются, заходят во двор. И вот не знаю, ну, немножко подъедено, конечно, но не все, ничего. Проголодаются, соберут, мне кажется. Вот. Я уже сказала, что вчера 2 продала. Что-то меня еще кое-кто спрашивал, продаю ли я гусей. Продам, девочки, продам. Хочу продать несколько, еще штук 5, наверное, продала бы. Могу и зарезать, и резаные продать. Хочу себе на, ну, мясо куплю просто, говядину куплю и рыбу куплю, наверное. Я не очень-то люблю гусиное мясо почему-то, хотя и считается, наверное, деликатесом. Так, солнышко хорошее. Мне еще надо подмести. Вот пока будет печься хлеб, наверное, я подмету, побегу. Ладненько. Мне нравятся мои гуси, правда, видите. Вот разводить мне нравится, есть не нравится. На будущий год, может быть, знаете, я как-то что-то сделаю. И на продажу, может быть, даже буду разводить гусей. Так, у меня маленькие небольшие задумки. Не знаю, посмотрим, как Аллах даст. Что с нами будет по весне. Может быть, и буду заниматься именно вот каким-то разведением, продажей гусей. Может быть, уток нет, с утками не хочу заморачиваться. А может быть, вот гусей и кур попробую в следующий год. Ну, посмотрим, не будем зарекаться, посмотрим, что у нас будет. Смотрите, хочу показать вам, вот мой кучерявенький петушок. Только что прокукурекал. Смотрите, сейчас, наверное, тоже будет кукурекать. Красавчик. Вот, красавчик. Смотрите, какой он красивый. Тьфу-тьфу. Хулиган маленький. Наконец-то сняла. Опять они мне тут нагадили. Так, друзья, и вода у меня закипела уже. Так, сейчас залью помидоры. И как раз пока я приеду, они у меня стоят. На улице не хочется. Раньше я этим занималась на улице, конечно. Сейчас холодно, не хочу. Хоть и солнышко такое хорошее. Ну, вот так вот я залью все банки, друзья. И у меня постоят. Вот все, залила кипятком. Теперь они у меня постоят, пока не приду из больницы. Ну, час-полтора, наверное. Ну, да, ну, даже 2, может быть, потому что пока приеду, пока поеду, пока то все. Все. А тем временем, пока когда буду уезжать, еще и кипяток еще поставлю, потому что вот этот кипяток я обычно выливаю. Так, друзья, у меня хлеб, я сейчас посмотрела, уже готов.
Сейчас буду вынимать. Так, видно? Видно. Штатив мой упал. Ну вот, покажу вам, какой у меня получился шикарный хлеб. Вот. Видите? Видите, какой хрустящий сверху. Ой, мамочки горячие. Так, теперь я его укутаю. Он будет мягкий. Так, ой, намочила полотенчик. Так, короче, это не положишь. Ну, сейчас ладно. Побегу, принесу полотенчика кухонное. У меня здесь больше нет. Вот видите, какой хлебушек. Вот такой вот. Это просто чудо. Так, дорогие мои, я уже приехала. Значит, я слила воду, которая здесь была, положила столовую ложку сахара, 2 столовые ложки соли и по 3 таблетки аспирина. Представляете, у нас в аптеках нет аспирина. И теперь вот залью кипятком и закатаю. Так, и вот, мои дорогие, я помидоры закатала. Сейчас переверну, поставлю на пол, укутаю. И хочу вам показать уже остывший мой хлеб. Знаете, что мне Ибрашка говорит? Мама, ты сейчас собираешься всегда этот хлеб делать? Я говорю, нет. Он говорит, да почему? Раньше, говорит, так круто было. Всегда был горячий хлеб и свежая сметана. Так что, наверное, мне придется уже каждый день печь хлеб. Вот смотрите, какой получился. И запах такой очень приятный. Ну вот как-то так, друзья. На этом сегодня все.